Отставание от графика почти 600 дней. На строительной площадке будущей инфекционной больницы тишина. Когда достроят объект? Этим вопросом сегодня задавались в Государственном совете Коми представители региональных ведомств, надзорных органов, общественники и депутаты. Минстрой прорабатывает возможность корректировки сметы, при этом продолжив работу с тем же подрядчиком. Депутаты и представитель прокуратуры подняли вопрос о его надежности. Дискуссия получилась жаркой, к чему пришли, знает Ольга Коняева. Почему другой подрядчик не сможет это сделать? А другой подрядчик не завершит объект за те деньги, которые сейчас имеются. Но это другой же момент. Это тот же момент. Судьба стройки будущей инфекционки вызвала жаркие споры. У Минстроя два варианта развития событий. Первый – расторжение контракта с затянувшим строительство подрядчиком, что повлечет, по словам министра, перепроектирование, а это значит, предстоит новая битва за софинансирование из федерального бюджета. Это путь долгий. Приемлемым Игорь Кузьмичев считает перерасчет сметы, корректировку проекта и продление контракта с тем же подрядчиком. У депутатов на этот счет сомнения, у прокуратуры позиция жесткая. Пропущенный срок по проектированию – 7 месяцев. Вторая вводная. Проплачено на сегодняшний день исполнителю порядка 170 миллионов. Выполнено на 110 миллионов. Третья цифра. На объекте работает 4 человека. Мы все искренне продолжаем верить в то, что этот подрядчик закончит этот объект. Вот нам в это верится с трудом. На строительной площадке будущей инфекционной больницы снова тишина. Отставание от графика почти 600 дней, готовность всего 10%. Задержка у подрядчика сначала возникла на стадии проектирования, потом и строительства. Доверять ли такому застройщику? Вот главный вопрос. Стоимость объекта более 1,5 миллиарда рублей. Из них треть – федеральные деньги. По договору больницу уже этой весной должны ввести в эксплуатацию. Но работа не задалась с самого начала. Год ушел на проектирование и экспертизу. В октябре 2020-го первая пауза уже в строительстве. Возникли замечания к разработке котлована. Устранив недочеты, застройщик взялся за дело. Проработал до осени 2021-го. Но тут новая напасть. Подскочили цены на стройматериалы, в частности на металл. А это уже другая стоимость всего объекта. Мы сейчас находимся в следующем пути. Подрядчик в начале этой недели завершил перерасчет всего объекта. Они сейчас готовятся к загрузке проектно-сметной документации в нашу экспертизу. Потом наша экспертиза проводит экспертизу стоимостей. В случае, если по выходу с экспертизы подтверждается изменение цены контракта, у нас появляется основание для подписания договора соглашения по изменению цены и срока работы. Повторяю, для нас было бы самое, наверное, простое расторгнуть контракт, и все, мы свои обязательства, так скажем, как чиновники исполнили. Да, все сроки нарушены, и о смене подрядчика уже думали, отмечает Игорь Кузьмичев. Но нужно сохранить объект и финансирование для региона. Качество организационных и строительных работ в период активной фазы устроила региональный Минстрой. Этот аргумент и дал небольшой, но перевес в пользу застройщика. Сравнить есть с чем. У региона большой опыт сотрудничества с горе-строителями. К тому же, по данным Минстроя России, за 2021 год в стране обанкротилось более 500 строительных компаний. Когда он планирует, если при удачном где-то есть какая-то дорожная карта, или как, что ли, видеть цифры, когда он планирует точно сдать? Было контрактно, было актуализировано, есть сейчас предварительно. Давайте дождемся выхода с экспертизы, и мы вам все покажем. Предусмотреть в проекте повышение цен было невозможно, как и привлечь дополнительные средства без документальных доказательств роста стоимости. Минстрой Коми вел долгие переговоры с федеральным ведомством. В декабре пришел ответ. Изменить сумму проекта возможно в пределах 30%. Софинансирование будет сохранено. Корректировка коснется и стоимости оснащения без изменения характеристик оборудования. Оборудование, мы знаем, что в соответствии с каждым годом оно дорожает, и инфляция, поэтому со стороны Минздрава мы пересмотрим всю линейку нашего оборудования. По ценам сможем приблизительно сказать расчеты. Экспертиза новой сметы будет длиться 1,5 месяца, после чего будет ясно, удастся ли пойти по намеченному пути. Ольга Коняева, Артем Соколов, телеканал Юрган.